Добрый день. Добрый день всем участникам. Сегодня у нас проходит консультационный час специалистов, логопедов по теме фонетико-фонематическое нарушение речи. Сегодня я немножечко вам расскажу, во-первых, что это такое, на что обратить внимание, и представлю вам несколько игр, которые позволяют развить фонематическое восприятие у ребенка, либо скорректировать уже имеющиеся нарушения. Если у вас будут какие-либо вопросы по ходу нашего консультационного часа, вы можете задать их в чате, либо записаться на индивидуальную консультацию через Республиканский консультационный центр по вот этим вот данным, то есть либо по ссылочке зайти зарегистрироваться, либо позвонить и записаться. Можно также задать вопрос в социальной сети ВКонтакте, там тоже вам ответят по любому вашему вопросу, либо задать вопрос непосредственно в чате. Итак, посмотрим для начала, что же такое вообще фонетико-фонематическое нарушение. Очень часто родители задают вопрос, что такое ФФН или ФФНР стоит у нас в карточке, как с этим быть и вообще, что это вообще за диагноз. Ну, сразу хочу сказать, что это нарушение процессов формирования произносительной стороны родного языка у детей с различными речевыми расстройствами. Они связаны с дефектами восприятия и произношения звуков. К данной категории в основном относятся дети с нормальным слухом и сохранным интеллектом. В последние годы, конечно же, все специалисты отмечают неуклонный рост различных речевых патологий, в том числе нарушение фонематического восприятия. Появляется очень мало малышей, которые развиваются без каких-либо отклонений от нормы. Очень часто говорим о том, что если ребенок не заговорил до 2 лет, то обязательно нужно уже идти к специалисту, выяснять причину, почему такое происходит. Нужно обращать особое внимание на такие проблемы. И мы, как специалисты, рекомендуем, что если ребеночек не начинает вам говорить в 2 года, в 2,5 года, если он говорит невнятно, непонятно, если звуки перемешаны, то обязательно нужно обратиться к специалисту и понимать, что ведь очень часто, чем раньше мы начинаем работу с какой-либо проблемой, тем выше результат и тем качественнее подготовка ребенка к последующему обучению в школе. На это нужно особо обратить внимание, потому что когда уже приходят в 6 лет, 6,5 лет, когда время упущено, в первую очередь страдает сам ребенок. И здесь уже, безусловно, нужно говорить, что не стоит смотреть на те амбиции родительские, которые пытаются постоянно воплотить в своих детях, а дать ребенку именно то, что ему необходимо. Обязательно смотреть за развитием ребенка, обращать внимание на какие-либо проблемы и не бояться обратиться к специалисту. Еще раз повторюсь, чем раньше выявлена какая-либо причина, тем быстрее найдется выход из данной ситуации. Любой специалист поможет вам в том или ином проблематичном случае. Итак, фонетико-фонематическое недоразвитие или нарушение процессов формирования системы родного языка у детей с различными расстройствами речи вследствие либо дефектов восприятия, либо произношения фонем. В принципе, может быть и то, и другое вместе. Главным образом
и признаком является незавершенность формирования процессов произношения и восприятия фонем родного языка, которые очень близки по акустическому и артикуляционному произношению, то есть по своим характеристикам. Нарушения фонетико-фонематические представляют очень серьезное препятствие на пути овладения навыками письма, чтения и являются большим рискофактором для развития нарушений письма, то есть дисграфии, дислексии у детей уже в школе. Фонетико-фонематическое недоразвитие является категорией психолого-педагогических речевых нарушений и отражает уровень сформированности языковых средств, позволяющих в соответствии выстраивать логопедическую работу с таким ребенком. Такие дети объединяются в очень обширную группу нарушений речи. Здесь отклонения могут быть любого характера. Поэтому такие детки очень представляют собой обширную группу. Да? Туда входят различные нарушения речевые. Это обычная дислалия, когда ребенок просто не произносит какие-либо звуки. Это нарушение, допустим, ринолалии, когда у ребенка проблемы характера, допустим, у ребенка аденоиды, или у ребеночка, допустим, расщелины какие-то, ну и так далее. То есть это достаточно обширная такой вот группа. Итак, что же такое вообще фонематический слух? Почему мы на него обращаем внимание? Фонематический слух – это способность любого человека к анализу и синтезу речевых звуков, то есть фонем частей речи, которые являются необходимой основой для понимания смысла сказанного. Фонематический слух способствует развлечению и узнаванию фонем родного языка, то есть тех звуков, тех букв, из которых состоит наша речь. Фонематический слух – это тонкий, систематизированный слух, позволяющий различать и узнавать фонемы, является частью физиологического слуха. Направлен на соотнесение и сопоставление слышимых звуков с их эталонами. Речевой слух – это способность слышать и анализировать звуки. Также посмотрим фонематическое восприятие. То есть почему мы говорим о ФФНР, да, ФФН, фонетика фонематическая. Фонематический слух мы уже посмотрели, да, что такое. Что же такое фонематическое восприятие? Это способность различать фонемы и определять звуковой состав слова. Сколько слогов в слове, сколько в нем звуков, какой звук стоит в начале, в конце слова, какой это звук, согласный или гласный и так далее. И именно фонематическое восприятие помогает ответить на эти вопросы. Итак, каковы же причины бывают? Да? Причины бывают механические, то есть вызываются дефектами речевого аппарата. Это и укороченная подъязычная связка, малоподвижный язык, маленький язык, узкий, вялость мышц языка, что часто встречается, допустим, если у ребеночка стертая дизартрия или дизартрия. А также это может быть последствием тяжелых родов, дефекты строения челюсти, когда челюсть выдвинута вперед или наоборот назад, или различный прикус, различное неправильное строение зубов, ну и так далее. Что же еще может повлиять?
Это безусловное сюсюканье в семье, то есть неправильное воспитание, когда очень многие родители забывают о том, что не надо с ребенком говорить неправильно. С ребенком нужно говорить как со взрослым, правильно, четко произнося каждое слово. Потому что с рождения у ребенка закладывается как раз-таки восприятие, правильное восприятие фонем родного языка. Причиной также может быть подражание окружающим с невнятной и неправильной речью. Если ребенок, допустим, находится в такой среде, то, безусловно, ребенок будет неправильно произносить слова, и он будет считать это нормой. И в связи с этим будет, скажем так, некое искажение восприятия этих звуков и слов. Безусловно, может повлиять двуязычие в семье, потому что в каждом языке своя фонетическая система, свои фонемы, свое восприятие. Попустительство, то есть педагогическая запущенность, когда с ребенком вообще никак не занимаются. Также очень сильно влияет не сосание груди, а именно долгое сосание соски, пустышки и бутылочки с соской, которые очень сильно влияют на формирование артикуляции. И, безусловно, вследствие это неправильное произношение и неправильное восприятие. Как мы уже сказали, фонетико-фонематическое нарушение – это дефекты восприятия и произношения фонем, а также способность воспринимать эти звуки. Дети с ФНР имеют различный уровень и степень. Степень недоразвития бывает первичная, вторичная и различные, естественно, состояния. Первичный уровень – это нарушение фонематического восприятия, предпосылки, нарушение предпосылок для освоения звукового анализа, и уровень его воздействий развит у ребенка, естественно, не в полной мере. На вторичном уровне у детей наблюдается вторичное нарушение фонетико-фонематического восприятия. Встречаются различные дефекты и так далее. Имеются нарушения нормального слухопроизносительного взаимодействия и главных механизмов развития произношения. При несформированности речевого звукоразличения ребенок или человек воспринимает или запоминает, повторяет или пишет абсолютно не то, что ему сказали, а то, что он услышал. При фонетико-фонематическом нарушении в первую очередь показывается несформированность звуков стороны речи, нарушение дифференциации звуков, очень похожих между собой по артикуляции и акустике, нарушение слоговой структуры, не резко, но все же выраженные лексико-грамматические нарушения. Особенности речи – это отсутствие в речи различных звуков, замены, нестойкое употребление звуков, искаженное. Ну, например, замена детьми звуков более легкими по артикуляции. Если ребенок не может произносить достаточно сложный звук Л или Р, дети его замещают Й или Л. Есть и такие дети, которые меняют все свистящие и шипящие на более простые по артикуляции. Ну, например, звук Т, Т, но вместо, допустим, шапки получается тяпка или тапка, вместо сапоги получается топоги и так далее. Дети очень сильно затрудняются дифференцированно произносить пары или группы звуков. Но происходит, например, замена одним звуком еще двух или трех. Например, звук Т может, допустим, заменить С, Ч,
ш и так далее. Ну, например, вместо сирень будет тирень, вместо чайник – тяйник, ну и так далее. Дети смешивают звуки, неустойчиво используют ряд звуков в произношении различных слов. В некоторых словах ребенок может правильно употреблять звуки, а в других применять их очень близкие по артикуляции. Ну, например, «столял слагает дошку». Вполне замещение различных звуков. Или искаженное произношение детьми некоторых звуков. Дети могут дефектно произносить от 4 звуков и иметь грамматически правильную речь, но на слух не видеть различий между множеством звуков, относящихся к разным звуковым группам. А сильное недоразвитие фонематических процессов может хорошо маскироваться под относительно правильным звукопроизношением. Поэтому нужно быть очень внимательными к речи своих детей. Наряду с нарушенным произношением у детей с фонетико-фонематическим недоразвитием наблюдаются ошибки в слоговой структуре слова, в звуконаполняемости. Например, в слоговой структуре количество и порядок слогов внутри слова. Да? В звуконаполняемости слов это дети не могут определить количество звуков, порядок звуков внутри слога, слова и так далее. Часто дети затрудняются в произношении слов со сложной слоговой структурой. Ну, например, водопроводчик, строительство, самовар, аквариум, температура. В таком случае дети слова сильно коверкают и произносят их абсолютно неправильно. Дети могут пропускать при этом целые слоги. Лексический и грамматический строй речи обычно в пределах нормы, однако при специальном кропотливом обследовании все же ФНР выявляется, определяется, и можно будет определить тогда, что у ребенка все-таки есть нарушение. Наряду с нарушениями различного вербального характера детям с ФНР свойственны определенные особенности протекания психических функций. Это неустойчивость произвольного внимания, трудности переключения, сужение объема памяти, особенно если это речевой материал, трудности в понимании абстрактных понятий, замедленное чтение, замедленное течение мыслительных процессов. Все это препятствует, безусловно, ребенку для обучения. То есть если ребенок, имея фонематическое нарушение, приходит в школу, ему будет достаточно сложно войти в ряд детей с хорошей успеваемостью. Поэтому если вы замечаете хотя бы малейшие какие-то проблемы, обязательно обратитесь к специалисту, который поможет вашему ребенку стать более успешным. Для того, чтобы как-то скорректировать, да, или создать профилактические мероприятия для того, чтобы ребенка было достаточно хорошее фонематическое восприятие, обязательно нужно научить ребенка узнавать и различать в первую очередь неречевые звуки. То есть любые звуки, которые сможет ребенок определять на слух. Далее необходимо обязательно развить способность у ребенка узнавать и различать звуки речи по высоте, по силе голоса, дифференцировать речевые и неречевые звуки, развивать слуховое внимание, слуховую память, различать слоги, состоящих из правильно произносимых звуков, знакомить детей с анализом и синтезом обратных слогов,
преобразовать слога за счет изменения одного звука, различать интонационные средства выразительности в чужой речи, различать односложные и многосложные слова, выделять звук из ряда других звуков, выделять ударный, гласный в начале слова, последний звук в слове, выделять средний звук и так далее. Обязательное должно быть практическое усвоение понятий гласный и согласный. Дифференцировать звуки, определять заданный звук, определять место звука в слове, выделять гласные звуки и положение после согласного в слоге и так далее. Формировать умение различать и оценивать правильные эталоны произношения в чужой и собственной речи, различать слова близкие по звуковому составу, ну и так далее, и так далее. Сейчас я вам хочу предложить несколько игр, которые вы можете использовать дома с детьми, либо на переменах, если вы педагог. Если вы воспитатель, то это можно использовать в утренние часы, в обеденный час, допустим, пока готовитесь к обеду, или в вечернее время, как индивидуально, так и в подгрупповых работах. Достаточно простые игры, которые можно использовать в любое время с вашими детьми. Данные игры помогут, безусловно, развить фонематический слух, слуховую память, слуховое восприятие, а также, если уже все-таки возникли проблемы, то и скорректировать. Итак, в первую очередь мы начинаем развивать неречевые звуки. Самое простое – это, допустим, игра «Молчанка». Нужно просто закрыть глаза и какое-то время слушать звуки квартиры, группы, класса, ну и так далее. То есть того места, где на данный момент вы находитесь с ребенком. Затем открыть глаза и рассказать, а что же услышал ребенок. Например, тиканье часов, да, шум машины за окном и так далее. Следующая игра. А что звучит? Это очень такая интересная игра для ребенка. Почему? Потому что в эту игру вы можете включить его и в подготовке к игре. Можно взять различные баночки, стаканчики, любого формата, какие вам нравятся, большие, маленькие. Насыпать в эти баночки различные крупы, горох, фасоль, гречка, манка, другие крупы. Можно насыпать, допустим, камушки, насыпать любые предметы, чтобы было разное звучание, было понимание, что это. Можно налить воды. И закрыв баночки определенной ширмой, для начала, безусловно, познакомить ребенка, да, чтобы он запомнил визуально, как звучит, а потом, закрыв, трясти баночками, чтобы ребенок мог определить на слух, а что же сейчас звучит. Это гречка, это фасоль, или манка, или это вода, или это бумажки. Манка, безусловно, ее услышать труднее всего, так же, как насыпанные бумажки, допустим, да. Если ребенок практически не слышит этих звуков, то здесь уже, конечно, стоит насторожиться и показаться все-таки лору для определения слуха. Возможно, у ребенка просто снижен обычный физиологический слух. И здесь, безусловно, уже не обойдется без работы специалистов в поликлинике, без работы лора, без работы сурдолога и так далее. Далее, следующая игра – это волшебная палочка. Можно взять обычный карандаш и извлекать звуки из различных предметов.
постучать по столу, по стеклянным баночкам, по пластмассовым стаканчикам, по креслу, по стулу и так далее. Запомнить эти звуки, как что звучит. И потом, когда ребенок отворачивается, нужно повторить эти действия, чтобы ребенок вам отвечал, а по какому предмету сейчас стучал карандаш. При этом нужно помнить, что последовательность друг за другом должна каждый раз меняться. Вы можете сейчас постучать по столу, а потом тут же по креслу, а потом по баночке стеклянной. Или наоборот, в другой раз вы будете сначала стучать по пластмассовым предметам, а потом по металлическим. То есть каждый раз нужно менять, чтобы у ребенка не было ассоциации, что первое, что второе, что третье. Ребенок должен угадывать звук. Следующее – угадай, кто позвал. Ну вот это достаточно распространенная игра, в которую играют и дети, и взрослые, и очень часто играют в дошкольно-образовательных организациях, потому что достаточно такая простая игра. Многие детки, допустим, сидят на стульчиках или за партами, одного ребеночка вызывают, отворачивают, ну дома точно так же можно играть. И обращаясь, показывая на какого-либо ребенка, можно попросить, чтобы его позвали. Голоса у всех детей разные. Звучание звука происходит из разных мест. И здесь, конечно же, и слуховое внимание, и слуховое восприятие развивается достаточно хорошо. То есть позвать ребенка сначала по имени, потом каким-то коротким звуком. Ау, да? Ну или что-то попроще. Можно менять тембр голоса, можно менять высоту голоса. Ребенок, не видя, кто его позвал, должен будет отгадать зовущего, либо сказавшего какое-то слово. Следующая игра – это выделение заданного звука в потоке звуков. После того, как детки научатся слушать звучание окружающего мира, то есть не речевые звуки и речевые просто звучащие, можно поиграть в хлопушечки или послушай, хлопни и так далее. Называют ее по-разному. Кому как нравится. В этой игре необходимо хлопнуть в ладоши, когда взрослый назовет какой-то определенный звук. Лучше всего, безусловно, начинать с гласных, потому что это самые простые воспринимаемые звуки. Здесь мы развиваем внимание и умение слушать и слышать звук. Нужно помнить самое главное, что ни в коем случае нельзя называть двойные звуки, то есть е, ё, ю, я и, безусловно, й. Нужно использовать самые обычные а, и, у, о, и, э. И потом переходить на согласные. Впоследствии, конечно же, эта игра может усложняться. То есть вы можете уже перейти на слоги, открытые и закрытые. Вы можете перейти на слоги прямые и обратные. Вы можете перейти на простые слова, где ребенку можно будет определить тот или иной звук. Ну, например, если ты услышишь звук «м», хлопни в ладоши, и вы в это время произносите несколько слов. Например, рыба, мак, дом, топать. И в этих словах должен ребенок услышать тот заданный звук и в это время хлопнуть, стукнуть, топнуть, все что угодно. Но это уже как следствие. Далее. Выделение звука из слогов. Когда дети у нас научаются слышать среди звуков, переходим на слоги, это то, что я вам и говорила только что. Ну, например, па, по, пы, пу, да? Просим, чтобы ребенок хлопнул, когда услышит звук у в потоке слогов. Далее слушаем слова. Здесь нужно хлопнуть в ладоши, когда встретится то слово, которое обозначает, например, посуду
или обозначает растение, ну и так далее. То есть, поиграв в эту игру, вы можете ее разнообразить на ваше усмотрение, как вам больше будет удобно, как вам понравится. Следующая игра. Говорим шепотом. Здесь нужно будет расставить кубики, куклу, зайчика, машинку, ну или любые игрушки, которые хорошо знает малыш, ребенок, посадить за стол, объяснить ему, что вы будете давать ему задание, но очень тихо, шепотом. Поэтому ему нужно внимательно вас слушать, чтобы услышать. Попросите ребенка отойти подальше и сами отойдите, чтобы расстояние между вами было примерно 2-3 метра. И давайте ему задание. Возьми зайчика и так далее, да? Ну, возьми зайку, посади его на стул, посади в машину, прокати и так далее. Нужно давать в этом случае очень короткие, простые задания. Говорить тихо, но очень четко, проговаривая каждое слово, чтобы ребенок услышал, понял и выполнил ваше задание. В игре может участвовать и несколько детей. Если вы занимаетесь с детьми в подгрупповом варианте, то здесь, конечно, безусловно, можно поиграть. Допустим, попрыгайте, пойдите по кругу, поднимите руки вверх, покажите нос, покажите правое ухо, покажите левое ухо и так далее. Но все это нужно проговаривать шепотом, чтобы ребенок учился слышать звуки, слова и так далее. Следующее – угадай, чей звук. Для игры вам понадобятся любые музыкальные игрушки, ну или предметы. Для начала, конечно же, нужно взять малое количество, 2-3, максимум 4 предмета. Постепенно их, конечно, можно будет увеличивать после того, когда ребенок уже усвоит это определенное количество и будет хорошо в нем ориентироваться. Для начала, конечно, нужно провести подготовительную работу и объяснить ребенку, что разные предметы издают разные звуки. Показать ему, как стучат 2 ложки, как стучит, допустим, бубен, как шуршит бумага и так далее. После этого поиграйте с ребенком, в который он будет угадывать, а что же сейчас звучит. И в этом случае можно либо сесть друг к другу спиной и начать производить разные шумы и звуки, либо спрятать за ширмой. Ребенок при этом будет угадывать, а какой же звук и кто его сделал. Точно так же мы играем в очень хорошую игру наподобие этой «Угадай, кто так сказал?». То есть ребенок угадывает, какое животное сейчас издало звук. Например, «му». Кто это? Что он сказал? Следующая игра – это зайки, медведи, галки. Ну, понятно, что здесь мы определяем движение детей, да, и постепенно мы уже издаем задания для детей. Нужно пятиться назад, скакать как на лошадке или так далее. То есть по определенной команде. Например, хлопок в ладоши для начала. Потом можно придумать любой звук. А потом на определенный, допустим, слог или слово. Здесь тоже достаточно распространенная игра, которая предлагается вашему вниманию. Игра «Лови мяч». Здесь нужно, конечно же, проговорить с ребенком, что для того, чтобы поймать, да, нужно говорить
обязательно. Допустим, да, мы играем для начала «лови», и ребенок привыкает к определенному ритму, начинает играть, и обязательно после того, когда ребенок начинает понимать саму суть игры, да, то есть он слышит слово «лови», четко произнесенное, вы начинаете его сбивать, постепенно усложняя игру. Следующее, сделай правильно. Здесь уже идет групповая игра, деткам раздаются платочки, объясняется, что вы, когда громко зазвените в бубен, они должны поднять платочки и помахать, а если будете играть тихо, то опустят платочки вниз. То есть здесь идет восприятие звуковое, тише, громче, что очень хорошо развивает слуховое внимание и слуховое восприятие. Ну, игра тихо-громко, это то же самое, вот как мы с вами уже говорили, позови и так далее. Здесь тоже обговаривается и объясняется, что реагировать нужно не на слово, а на звук. То есть, если мы говорим слово «все маршируют» и говорим громко, то понятное дело, что дети должны в это время просто маршировать. А когда мы говорим шепотом «все маршируют», то тогда детки должны идти на носочках. То есть здесь идет соотношение звука, восприятие этого звука, силы голоса, а также восприятие того, что ребенку говорят, то есть восприятие потока звуков. Игра «Что не так?». Здесь можно читать стихи, а ребенку нужно внимательно слушать и исправлять вас, если в стихах есть ошибка. Прочитайте ребенку короткое стихотворение, можно даже из 2-3 строчек. И в каждом стихотворении поменяйте последнее слово так, чтобы потерялся смысл. Чем младше ребенок, тем проще должен быть стих. Ну, например, уронили мишку на пол, оторвали мишки и придумываете слово. Ногу, бантик. То есть ребенок должен вспомнить, да, что было, слово какое, и как оно должно было правильно произнесено быть. Ну вот, есть некоторые стихотворения и загадки, да, которые я хочу предложить вашему вниманию. Ну, например, «Вьется из печи дымок, печется вкусный, в ней сапог». То есть здесь ребенок должен определить, а какое же слово должно быть, во-первых, и во-вторых, как оно правильно должно произноситься. Следующее тоже, например, собирает Катя красную малинку в самую большую плетеную картинку. То есть здесь мы тоже заменяем одно слово на другое с изменением звука, звукоряда. И ребенок на слух должен определить, а что неправильно. Данные стихи, загадки можно использовать и для разбора впоследствии слова. То есть картинка, корзинка. А что же здесь добавился? Какой звук? А какой звук должен быть? А почему? Да? То есть ребенок должен не просто исправить, но еще и объяснить. А почему? Ведь я же говорю вроде бы правильно. Ну вот, в принципе, такие вот игры, которые могут позволить вам использовать их в своей работе, в своих занятиях дома родители, в своих занятиях в детском саду воспитатели, в своих занятиях педагоги, допустим, на переменках или в процессе урока, для того, чтобы ребенок научился правильно слышать
фонемы родного языка, а соответственно хорошо говорить, правильно писать и читать. Если у вас появились какие-то вопросы, вы можете написать нам, мы постараемся ответить. Если вас интересуют какие-либо еще дидактические игры и упражнения, то, безусловно, можете нам написать, мы постараемся вам подготовить еще какие-то интересные игры, пособия, рассказать о них и показать. А на этом у меня сегодня все. Спасибо за внимание. До новых встреч!